Микаил Нальгиев сейчас на пенсии, но отмечает, что пройтись вдоль родных стен ему приятно. Здесь он провел более 15 лет. Ветеран Следственного комитета – настоящий специалист своего дела. Его работа заключалась в организации и расследовании уголовных дел различной степени сложности. Это убийство, это посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Это тяжкие статьи были, особенно у нас они с 2007 года по 2010. Только такие статьи особо тяжкой категории проходили здесь. Коррупционные дела расследовались, и мошенничество расследовались, и особо такие изощренные мошенничества у нас было. Самый трудный период работы правоохранительной системы России на Северном Кавказе, в частности в нашем регионе, начался с начала 2000-х. Ежедневные происшествия носили особо тяжкие последствия. Бандгруппы и члены НВФ, финансируемые из-за рубежа с целью устрашения, подрыва устоев и свержения конституционного строя России, убивали мирных жителей и посягали на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Покушались на жизнь Микаила Нальгиева 3 раза. Последний был самым серьезным. Произошел теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в городе Назрани. Мы с группой следователей выехали на осмотр места происшествия, и нас поджидали мины-ловушки, оказывается. Мы подъехали, чтобы осмотреть место происшествия, и вот раздались взрывы. А там были еще гражданские лица, были сотрудники милиции, никто не ожидал этих взрывов. Поэтому мы в первую очередь сделали все возможное, чтобы эвакуировать гражданских лиц, которые находились в зевак вот этих. После оцепили место происшествия и доставили нас в больницу уже. Я получил тяжкие ранения, был госпитализирован в Владикавказский военный госпиталь, долгое время находился там, после этого реабилитационный период проходил. Несмотря на опасность, на то время руководитель отдела дежурных следователей Следственного управления Ингушетии продолжил свою деятельность, за что и имеет сегодня множество наград, включая Орден Мужества, которым Микаил Нальгиев награжден по поручению президента Владимира Путина. Более 30 лет Микаил Нальгиев отдал служению Родине. С 1995 по 2007 годы он работал в органах прокуратуры. Начал свою деятельность со следователя. После уже были повышения в должности. За все эти годы в работе с категорией особо тяжких дел запомнилось больше всего одно, не раскрытое до сих пор, делится ветеран Следственного комитета. 7 сентября 2007 года было совершено преступление убийства Натальи Мурадовой. Я эту женщину знал хорошо. Она очень порядочная женщина была. Она всегда помогала. У нее всегда постоянно находился резерв крови. И эту женщину расстреляли просто прямо перед центром переливания крови в городе Назрани. Это было вот начало нашей деятельности в Следственном комитете. За что? Эта женщина никаких даже родственных отношений здесь не имела у нас в республике. У нее муж был. Она не одна была. Даже вот в этот момент, когда ее расстреляли, муж подъехал за ней забирать ее с работы. Это ответственная и сложная профессия, требующая высокого профессионализма, моральных качеств и готовности к постоянному самосовершенствованию, каким и был при работе Микаил Нальгиев. Его бывшие коллеги вспоминают о нем с теплотой и периодически поддерживают с ним связь. Под руководством Нальгиева Микаила Магомедовича я работал довольно длительное время в отделе дежурных следователей с 2015 по 2021 год. Он мне запомнился как ответственного работника, как старшего нашего, можно было к нему обратиться за любой помощью, практической помощью. Он также был для нас наставником. Микаила Магомедовича можно характеризовать как хорошего профессионала, надежного друга, хорошего товарища. Это человек, с которым можно найти поддержку как и по рабочим вопросам, так и по любому личному вопросу. В планах на ближайшее будущее у Микаила Нальгиева заниматься воспитанием своих 4 внуков. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.